И к актуальным данным по коронавирусу. По информации Роспотребнадзора, за сутки в коме зарегистрировано еще 58 случаев заболевания, 33 пациента выздоровело, 2 скончались. Таким образом, общее количество жертв теперь 38 человек. По темпам выздоровления, как сообщает Центр по мониторингу ситуации, наша республика пока не достигает среднероссийского числа – 54% против 69%. Впрочем, хуже по северо-западу сейчас ситуация только в соседнем Ненецком округе, Новгородской области и Карелии. Вот как эти и другие важные для республики новости прокомментировал исполняющий обязанности главы Владимир Уйба. Уважаемые жители республики, добрый день. Продолжаю информировать вас о ситуации. Что касается эпидемиологии. Сегодня в республике лабораторно подтверждены 4366 случаев заболевания коронавирусом. Прирост за минувшие сутки 58 человек. Под медицинским наблюдением 2682 человека. Выздоровело 2352 человека. За сутки выздоровело мало, всего 33 человека. Сегодня мы завершили серию совещаний, которые были посвящены подготовке к 100-летию республики. На них мы обсудили вопросы реализации муниципальных проектов, которые должны преобразить наши города и села к юбилею Коми. Центром празднования станет Сыктывкар. Самые заметные изменения произойдут в центральной части столицы Коми, на площадке возле городского бассейна и на Стефановской площади. В городах и селах республики также активно идет работа по формированию комфортной среды проживания. В Усинске, например, будут разбиты 2 новых парка. В Ухте реконструируют детский парк и набережную газовиков. А ухтинский поселок Ярига получит новый физкультурно-оздоровительный комплекс. В Сосногорске построен современный железнодорожный вокзал. В городе Микунь строится водохранилище и магистральный водопровод. Изменится и внешний облик сел республики. В Уссыльме, например, благоустраивают сквер. В селе Помоздино Усть-Куломского района строится новая школа. Во всех сельских населенных пунктах Сысольского района к юбилею будет завершена реконструкция сети уличного освещения. В республике началось долгожданное трудовое лето для школьников. В Инте, например, 120 подростков уже работают в трудовых отрядах при Центре внешкольной работы и на станции юных натуралистов. Ребята убирают территорию города, выращивают рассаду, сажают деревья, ухаживают за животными. Всего в Инте этим летом будут трудоустроены более 500 ребят. Такой труд – это хороший способ занять подростков, дать им возможность заработать. Кроме того, он приучает с заботой относиться к природе, к своему городу, к своей республике. В этом году трудовая кампания в Инте и в целом по республике не ограничится только летними месяцами. Мы планируем продлить ее на осень. Старшеклассники могут работать после уроков. Делаем мы это для того, чтобы охватить как можно больше ребят. В этом году будут трудоустроены не менее 8 тысяч подростков республики. В республике полным ходом идут работы по капитальному ремонту многоквартирных домов. В 49 домах в 12 муниципалитетах республики они уже завершены. Проведены работы по замене лифтового оборудования, ремонту крыш, систем электроснабжения и водоотведения. Всего в ходе реализации плана капремонта в этом году будут выполнены работы в 254 многоквартирных домах, что улучшит жилищные условия около 30 тысяч жителей республики. Уважаемые жители республики, это все новости, которыми я с вами хотел сегодня поделиться. Будьте здоровы, берегите друг друга. До завтра.